В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Депутаты обсудили госбюджет вместе с правительством. Репортаж с расширенного заседания парламентского комитета. Об урегулировании вопросов двойного гражданства пресс-конференция Дмитрия Шамба. Памяти погибших. 14 декабря готовится масштабная акция памяти жертв Ладской трагедии. В Народном собрании прошло расширенное заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, на котором депутаты обсудили проект республиканского бюджета на 2018 год. Проект основного финансового документа страны парламентариям представили члены правительства во главе с премьер-министром Бесланом Барцыц. Характеризуя представляемый главный финансовый документ страны, глава правительства отметил, это бюджет реальных возможностей. Нисфа Аршиба с подробностями обсуждения. Расширенное комитетское заседание привлекло внимание практически всего депутатского корпуса. Как-никак обсуждался бюджет страны на следующий год. Многостраничный документ, представленный правительством, депутаты изучали 2 недели. Они приглашали представителей соответствующих министерств, ведомств, госучреждений, чтобы детально проработать представленный проект главного финансового документа страны на будущий год. Максимум возможного того, что спланировано на 2018 год, я думаю, в частности, наше ведомство, ответственное за бюджет, в частности, Министерство финансов и Министерство по налогам и сборам предоставило объективную информацию, и с учетом анализа верстался уже 2018 год. Более того, конечно, доходная часть у нас оказалась меньше, на порядок 400 миллионов, но я думаю, что из того, что можно было предусмотреть, и из того, что можно было сверстать, и с учетом объективных оценок, я думаю, работа проведена, в принципе, нормально. К документу у депутатов есть ряд претензий, главное из них – администрирование. Кроме того, ряд организаций не смогли четко сформулировать свой бюджет, разъяснить многие его статьи. У нас есть некоторые замечания, которые будут именно в конкретной области, в конкретных ситуациях, мы вам их обозначим. Но если в целом характеризовать бюджет, да, по доходу, то я бы сказала, что это достаточно такое неудовлетворительное администрирование доходной части. Глава правительства поблагодарил весь депутатский корпус за столь тщательную работу. Беслан Барцыц вкратце изложил ряд позиций расходной части госбюджета на 2018 год. Должен сказать, что таких ключевых, таких глобальных, значимых положений предложено пока не было, но тем не менее по некоторым позициям есть согласие с нашей стороны. Должен сказать, что некоторые из них родились еще задолго до формата рабочих встреч руководителей с депутатским корпусом. Это касается и соцблока, и здравоохранения. Это касается и вопросов, связанных с очень проблемной ситуацией, связанной с обеспечением жилья определенной категории населения, остронуждающихся. Эти моменты нашли отражение в расходной части бюджета. Доходная часть бюджета на будущий год будет составлять 9,5 миллиардов рублей, расходная – 9 миллиардов 602 миллиона рублей. Таким образом, бюджет будущего года будет дефицитным – более 100 миллионов рублей. Собственные доходы составят более 5 миллиардов рублей. Безвозмездная помощь России свыше 4 миллиардов. Как выяснилось, проект бюджета составлялся в соответствии с принятой стратегией «25 шагов по развитию экономики Абхазии до 2025 года». Доходы государственного бюджета по сравнению с 2017 годом уменьшаются на общую сумму чуть более 656 миллионов. Прогнозируемое уменьшение собственных доходов составит практически 232 миллиона рублей. Соответственно, оставшаяся разница 424 миллиона рублей происходит сокращение по безвозмездной помощи, поступающей из Российской Федерации. В 2018 году планируется выплата по внешнему кредиту в размере 76 миллионов рублей на погашение части основной суммы железнодорожного кредита. Общий объем расходов более 7 миллиардов рублей. На общегосударственное ассигнование в следующем году планируется направить более 1,5 миллиардов рублей. Как выяснилось, в представленном документе есть очень серьезное расслоение по заработной плате. По словам министра финансов, тому есть ряд объяснений. К примеру, миграция населения. Идет процесс ползучей миграции, когда люди из сел, из восточных территорий приезжают в Абхазию, и вот это вот расслоение по зарплате, когда одна и та же должность с одной и той же объемом работы может отличаться по уровню зарплаты в 2, в 2,5 и даже в 3 раза.
Поэтому вот эти 102 миллиона мы формально предоставляем отчет и согласовываем с Российской Федерацией, что называется, посредничество по больнице по категории по должности. Но когда начнешь копать внутрь, то у нас в этом случае большие проблемы. Однако, по мнению депутата Аслана Бжания, рост ряда показателей на пенсионных выплатах мало сказался. Да и заработная плата в последние годы незначительно изменилась. Свои вопросы парламентарий адресовал правительству. Если российская сторона готова финансировать резервный фонд президента в неограниченном количестве, мы, простые граждане, возражать не будем. А если финансирование идет через бюджет в рамках помощи, а идет именно таким образом, то нам непонятно, почему резервный фонд президента должен был вырасти в 2,5-3 раза. Что у нас выросло в 2,5-3 раза? Призываю своих коллег за такой бюджет не голосовать. Давайте направьте часть денег с резервного фонда президента на решение проблем демографии, на решение, на выплату пенсии 150 рублей стыдно, независимое государство 150 рублей, чтобы выплачивало. Хотя бы сделайте 500 рублей, вот туда направьте деньги. И еще один момент, почему мы не хотим, чтобы резервный фонд президента был в таком объеме. По материалам контрольно-счетной палаты, деньги, которые уходят из резервного фонда в разные министерства и ведомства, расходуются не всегда законным образом. На документирование судебной системы планируется направить свыше 189 миллионов рублей, 45 миллионов на обслуживание госдолга. Сфера образования в 2018 году государству обойдется свыше 330 миллионов рублей, здравоохранение – более 580 миллионов. На социальную политику предусматриваются расходы в объеме свыше 200 миллионов рублей, что на 35 миллионов рублей больше, чем в текущем году. Это реестр всех распоряжений, на которые был потрачен резервный фонд этого года, может быть вам направлен для ознакомления. И я вас уверяю, там все те объемы, которые выполнены, это ликвидация последствий стихии, это ликвидация последствий, связанные с последним случаем с взрывом и так далее. Они все расписаны по направлениям. После долгого обсуждения, выяснения всех деталей и нюансов, члены парламентского комитета единогласно проголосовали за вынесение данного вопроса на ближайшую сессию парламента, которая состоится уже во вторник. Нисфа Арш, Бабислан Джинджолия, Абхазское телевидение. По завершению заседания парламентского комитета часть депутатов высказала свое отношение к проекту госбюджета на 2018 год. В бюджете нас не устраивает, меня лично, многое, и я об этом сказал. Это не бюджет роста, это бюджет, который соответствует инерционному сценарию развития нашего государства. Документ, который я сегодня продемонстрировал, стратегия социально-экономического развития, этот документ был принят для того, чтобы в стране произошли серьезные преобразования, не только политического характера, но в том числе еще и экономического. Мы должны были по-хорошему сегодня обсуждать другие цифры. Мы руководствуемся не только своими наблюдениями, мы руководствуемся документами контрольных палат и счетной палаты Российской Федерации, где приводится огромное количество фактов незаконного расходования вот этих средств бюджета. Государственный бюджет с 2014 года он уменьшается. А резервный фонд президента вырос в 2,5 раза. Но насколько это этично? Контрольная палата при парламенте, она дала довольно-таки развернутый отчет о деятельности соответствующего органа, а именно Министерства финансов. Этот отчет контрольной палаты от 16 октября 2017 года говорит о следующем. Действия должностных лиц попадают под признаки Уголовного кодекса Республики Абхазия, а именно статьи 286. Это нецелевое использование бюджетных средств. И о каком увеличении бюджета можно говорить, если в самом ведомстве происходят подобного рода процессы? Я вообще коллег хотел бы попросить, руководствуясь статьей 68 регламента парламента, создать депутатское расследование. Это, я думаю, инициировать депутатское расследование. У нас достаточное количество депутатов, чтобы мы, в принципе, пришли, наконец, к прозрачности функционирования исполнительной власти. Оптимизацию штатов, о котором говорил президент, 15%.
Здесь надо понимать, что эти 15% куда-то потом надо деть. Этих людей куда-то надо потом будет устроить. То есть люди не могут остаться на улице, нигде не работав. Это социальное напряжение вызовет. Мало того, эти 15% получается, что мы недополучим в разные внебюджетные фонды определенные платежи. То есть получается, что и пострадают еще и внебюджетные фонды. Поэтому это решение было принято поспешное. Это решение принято было раньше времени, необоснованное, и фактически оно не реализовывается. Ситуация в Абхазии очень сложная, экономическая продолжает также оставаться очень тяжелая. Тот бюджет, который нам предложили, он не будет эффективный, еще раз повторяю, развития. У нас остается очень тяжелая криминогенная ситуация. Экономика практически не развивается. Фактически Кабинет министров, премьер-министр и в целом экономический блок нам ничего нового сюда не принес. Многие представители ведомств, соответствующих администраций городов заявляли о том, что бюджет недополучил именно из-за того, что не собрали НДС. Да, это, на мой взгляд, это очень важный вопрос. Да, это краеугольный камень нашего бюджета в том числе. И реформаторы в свое время, говорившие о том, что НДС в корне изменит жизнь людей, изменит жизнь бюджетников, да, изменит жизнь предпринимателей. Предпринимателям будут предоставляться льготное кредитование на развитие бизнеса. Прошло более 2 лет с момента принятия данного закона. Кроме того, что экономика ушла в тень, кроме того, что бизнес перестал платить и бизнесу приходится изворачиваться как угодно, кроме того, что цены на различные товары и услуги возросли, мы ничего не увидели. Парламент вплотную занимается этим вопросом. Мы будем пересматривать вопрос НДС. Конечная цель будет заключаться в том, чтобы снизить ставку НДС. 5 декабря в Министерстве иностранных дел Российской Федерации состоялись абхазо-российские консультации по проекту соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства. О вопросах, поднятых на консультациях в Москве, сегодня на пресс-конференции рассказали участники встречи с абхазской стороны. Как отметил заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба, вопросы приобретения абхазского гражданства будут регулироваться нашим законодательством. Проект соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства не предусматривает и не может предусматривать возможность приобретения россиянами гражданства Республики Абхазия, потому что в самом проекте соглашения в первой же статье содержится положение о том, что вопросы приобретения гражданства будут регулироваться национальным законодательством. То есть вопросы приобретения абхазского гражданства будут регулироваться, определяться нашим законодательством о гражданстве. И данное соглашение не может подменить собой закон о гражданстве. Сразу после новостей смотрите расширенный репортаж с пресс-конференции Дмитрия Шамба. Сакрат Джинджолия, государственный и общественный деятель, член Общественной палаты Абхазии, кавалер ордена Ахидзе Апша второй степени, отмечает 80-летие. Юбиляра сегодня поздравили президент Рауль Хаджимба и в Народном собрании. Сакрат Джинджолия – государственный общественно-политический деятель Абхазии, имя которого хорошо известно не только в нашей стране, но и за рубежом. Приветствуя юбиляра, Рауль Хаджимба отметил неоценимый вклад Сакрата Рачевича в становление и развитие абхазского государства. Я горжусь тем, что мы с вами выходцы из одного города, знаю вас давно и знаю вашу работу, которая проводилась еще в советское время. Все события военного периода, ваши приезды на Восточный фронт, все те усилия, которые предпринимались для того, чтобы создать те, пусть даже и минимальные, но возможности, которые позволили выжить и фронту на той стороне, и ваши усилия, которые предпринимались в целом для того, чтобы страну сохранить, а потом уже и послевоенный период, все те тяжелые времена, когда люди без получения заработной платы практически работали за булку хлеба, но страна выжила, потому что была вся вместе, едина в порыве послевоенном. И я надеюсь на то, что сегодня многие из тех, кто помнит это должно быть передано и последующим поколениям.
Сократ Джинджоlia поблагодарил главу государства за оказанное внимание и отметил, что благодарен судьбе за возможность внести посильную лепту в общее дело становления Абхазии. Как отметил юбиляр, трудности были всегда, они есть и сегодня, но общими усилиями мы сможем построить то государство, во имя которого сложили головы лучшие сыны Апсны. Конечно, вместе с моими ровесниками мне пришлось участвовать в тех событиях, которые происходили в Абхазии, вокруг Абхазии. И я рад тому, что мне посильную какую-то, лепту удалось туда, вложить в наше общее дело становления нашего государства. Я горжусь этим, горжусь тем, что вот все наше окружение сегодня стремится довести начатое дело до логического завершения, до строительства процветающего абхазского государства. Трудности всегда были, они и есть сегодня разного рода, но их тоже надо преодолевать. И я думаю, что общими усилиями удастся построить то государство, во имя которого сложили свои головы наши лучшие сыны. Глава государства выразил уверенность, что знания и опыт Сократа Джинджоlia послужат Абхазии еще не один десяток лет. В завершении встречи Рауль Хаджимба преподнес юбиляру памятный подарок. Сегодня же Сократа Джинджоlia чествовали в парламенте Абхазии. Поздравительный адрес от имени депутатов зачитал руководитель аппарата Народного собрания Вадим Бжания. Во встрече приняли участие спикеры предыдущих и нынешнего созывов Народного собрания Нукзар Ашуба, Валерий Бганба и Валерий Кварчи и молодые парламентарии действующего созыва. Для нас большая честь сегодня адресовать вам слова благодарности за все, что вы сделали в свое время и продолжаете делать, будучи членом Общественной палаты нашей страны. Мы знаем, какой вклад вам принадлежит в деле строительства независимого абхазского государства. Спасибо искренне вам за это, за то, что вы всегда были в гуще внутриполитической жизни Абхазии. И новейшая история нашей страны, в том числе, связана с вашим именем. Сократ Джинджоlia стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. Был одним из депутатов так называемого «Золотого парламента», министром иностранных дел Абхазии в 1993 году, а в 1994 премьер-министром. Возглавлял официальную делегацию Абхазии на мирных переговорах в Женеве. С 1994 по 2002 годы Сократ Джинджоlia – спикер парламента Абхазии первого и второго созывов. Ныне член Общественной палаты Республики Абхазия. 7-й съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса завершил свою работу. Накануне 10 декабря президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил историческую поляну Лахнашта совместно с участниками 7-го съезда Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Глава государства принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, а также к могиле героя Абхазии Мушни Хварцки. 14 декабря в Абхазии пройдет акция, посвященная Дню памяти жертв Латской трагедии. 25 лет назад, 14 декабря 1992 года, грузинские войска сбили над горлым селом Лата вертолет с беженцами, в котором заживо сгорели 87 человек, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин. Это одна из самых трагических страниц в истории Отечественной войны народа Абхазии. По всей стране в этот день проходят акции памяти погибших в Латской трагедии. Организатором акции вот уже второй год выступает Музей боевой славы имени Владислава Ардзенба. В этом году акцию поддерживает Комитет по вопросам молодежи и спорту администрации города Сухум. Организаторы призывают всех граждан поддержать инициативу и почтить память погибших минутой молчания в момент падения вертолета и гибели людей. 14 декабря в 17 часов 30 минут водители могут поддержать акцию памяти сиренами и гудками автомашин. Мы все хорошо помним и знаем, что в истории каждого народа бывали события, связанные с невинно убиенными жертвами, с жертвами войны и разных других событий. В этом году мы в очередной раз призываем всех граждан, желающих, у кого есть своя добрая воля, принять участие в этой акции. Мы намерены в 17:30, в момент, когда был сбит вертолет,
собраться все перед зданием Музея боевой славы, зажечь свечи, еще какие-то мероприятия ждут людей и почтить память жертв Латской трагедии. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7-9, днем плюс 15-17 градусов. Температура морской воды плюс 13 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.